Так. Я сомневаюсь, там есть кому-то... Короче, пришли в Мурпорт. Вон вывеска комета. И тут мы видим уже очередь. Вон она. Очередь на комету. Люди уже. Куча их. Тут князь Владимир. Большой такой. Стоит. Это типа круизный лайнер. Российский. Вот он какой здоровенный. Посадка на комету. А вот там вот сама комета. Где-то там будет. Вот очередь. Так, вот Севастополь написано. Мурпорт. Посадка на комету. А где... вон сама комета. Вон там вон она. Вот она комета у нас. Сейчас сюда сядем. Слав, Маша. Все пошли. Вот такая вот она красавица. Сели на комету. Комфорт. Короче. Такой вот вариантик. Там телевизор. Ярик. Маша изучает меню. Меню изучаешь? Что тут, как цены? Нормально. Короче, что входит сюда? Бутылочка воды, аква. Пакетики. Такие пакетики. Пакетики для чего, сами понимаете. Может укачать. Так, это у нас инструкция, схема лодки. Схема эвакуации. А это как спас-жилет надевать. А кто? Инструкция по безопасности. Так, вот таким вот. Ой, это отстегнулась она. Ну, вот так вот было. Оп. Маша, дай эту барную. А где барная была? А вот если что так, барная. Меню, напитки. Экспресса, кофе, капучино, латте, мороженое, снэк-бар на борту кометы. Кофе, снеки, сэндвичи. Вот. Я посмотрю, что там. Тут у нас даже что-то дается. Ну что, довольны? Тут же ремни есть. Кстати. И там тоже. Смотрите, ремни. Что там? Севастополь, город Ялта. Просьба пристегнуть ремни безопасности и находиться на своих местах. Сейчас вам будет продемонстрирован ролик о правилах безопасности на судне. Также в спинках кресел находятся инструкции по безопасности для пассажиров, с которыми нужно ознакомиться. Напоминаем вам, что в кормовой части судна находятся туалетные комнаты и судовой бар. Всем приятной поездки и спасибо за внимание. Там на скрипке. Телевизор, сейчас там показывают, что будет. Комета. Да вот, здесь Владимир, здоровый. Так, проплываем. Маша, там поснимай поближе.
Плывем, немножко потрясывает. Ветер, пока нормально себя чувствую. Проплываем Севастополь. Эконом такой. Сюда вот подруливаем. Так, Эй, подержи. Горячий? Капучино большой. Это маленький. Ладно? Ярик. Если ты сейчас не пересядешь... Пускай остынет, подожди. Ярик, если ты сейчас не пересядешь, то... Все как? Чипсики вкусные? Покажи-ка, Ярик, чипсики. Дай-ка, какой чипсина. Смотрите, вот чипсина. Кто любит такие чипсы?
Маша, как плывем? Нормально? Плывем нормально, говорит? Угу. Молодец. Кофе. Короче, капучино двойной. Играют вдвоем. Маша, тут вообще вип такой. Столик отдельный. Маша, да? ты меня еще не Большой. ударила. А тут тоже есть. Вот, теперь ударила. Твоим по первому играл. По первому играл. Тут новая набережная. Сделали Приморскую. Вот, короче, приехали мы. Маша тут что-то пытается убраться, Ярик сидит. Мы к этому вначале. Сейчас будем выходить. Приплыли, приплыли. Так, все, вышли. Вот такой вот кораблик у нас, как это называется. Надо, однако, с ней сфоткаться, да?
Видите, что тут? Конфетки все кушают. Сейчас мы Севастополь написано. Комета. Генерал Пушкин. Пушкин, Пушкин, Пушкин. Так, ну здесь, значит, у нас вот посадка на комету. А здесь по указателям, здесь вот билеты на комету. Вот у нас 9-го проданы. Все проданы билеты. А мы купили заранее, поэтому... Состоится в 10 часов 10 минут на комфортном вот она какая. Касса находится на Нижней набережной, Лосевой причалы. Билеты по акции на каждый второй скидка 50%. Вот там наша дальше комета стоит. Вот так вот. Здесь, смотрите, горка какая-то железная. Интересно, она сильно нагрелась? Сейчас солнцепек такой. Как она? О, ё-моё. Все. Наверное, надо наш двор. Дяденька какой-то сидит. Здесь экскурсии. Там шатер вот этот поставили. Там говорят, что-то ледовое. Ледовое проходит. Какое-то ледовое представление. Так, вот эти грибки убрали здесь. Ну, в общем-то, как-то стало просторнее, да, однозначно. И они, по-моему, эти грибки портили своим внешним видом. Дизайн однозначно. Вот тут снимают или вешают, непонятно. Смотрите, тут сделали вот такой шатер. Там рыбалочка, лимон-тир, какие-то аттракциончики. Опять морские экскурсии, прогулки. И вот здесь вот эта вот штука, как она называется, я даже не знаю. Да, вы по ней лазили. Написано «Градо Президиум Верховного Союза Советских Социалистических Республиков орденом Дружбы. Ялту, 1988 год». Вот он, орден Дружбы. Тут мы видим полюса. Север, Ост, Зет, Вест. Почему-то никто никогда не снимал вот это вот именно. И здесь у нас Усива, Japan, направление, что где. England, USA, Франция, Баден-Баден. Это что такое? Ялты. Города побратимы? А, точно, города побратимы. Вот здесь вот по кругу. Сколько я влогов не смотрел, вообще никто ничего не говорил про это. Про эти надписи. Что это за монумент такой? Так, ну и здесь мы видим такие прикольные домики, где продаются всякие сувенирчики. Имбирник, пряник ручной работы. Выставка, ярмарка сувениров. Здесь видим скамеечки, на которых в жару, конечно, сидеть неохота. Но вечером, наверное, самое то. Крымский сувенир. Кошечки всякие вон продаются. Игрушки. Тут, видать, сцена, что ли, они разбирают или собирают, не знаю. Кружки. О, и тут, о, какая
Но это тут нельзя фоткать, потому что зона фотографии. Зайдите. Зайдите. А вот тут есть цены. Кофешка, мафешка. Это холодный слаж напитки. Горячий эспрессо 70, 110, короче. Самый дешманский. Так, сейчас у нас время 10 часов 7 минут. 8/8/19. Ну, вот такое состояние. Сегодня у нас четверг. Угу. Фонтанчик. О, наконец-то тут люди не сидят. Тут обычно по кругу куча людей. Купаться запрещено. Так что не вздумайте залазить. Техническая вода тоже слезет через 5 минут. Там зазывало, туалет, вести. Шоу «Золушка. Сказка на льду». Так, и что мы тут видим? Я вижу туалет и Золушку. На теплоходе к знаменитому замку Ласточкино гнездо приглашаем. Отправление в 10 часов 20 минут. Ближайший рейс на Какие-то. Вот такая здоровая. Большая какая она. Смотрите, большая. Вау. Офигеть, да? Прокат коньков. Так тут можно на коньках кататься. Маша, прокат коньков с 11 до 11. 12 часов можно на коньках кататься. Холод. Там вон слышно, рефрижераторы работают. Холодильники, которые вот этот лед, видать, и делают. Так, ну и что тут хорошего? Яхточки. Классика. Вон наша комета стоит. Саратов. Александра, Паска, Старк. Люди, телефончики указаны, по которым можно звонить и арендовать данное судно. Так, вот смотрите, это даже катамаран какой-то, здоровенный такой. Лагрос маленький, корсар, так далее. Он для рыбаков. Куча удочков, куча удочек. Стоят вон рыболовецкие. Путешествие, морская рыбалка. Кому надо морскую рыбалку? Марисо. Ух ты. Вот. Ух ты, их там сколько много-то, а? Вот так вот. Здесь, вот смотрите, кабиночки, фуникулер. И мы идем по вот такой улице. Транспорт. Часы показывают, там у нас 10 часов 40 минут. Мы ищем столовку. Тут есть кафе, но в принципе нам кафе не нужно. Нам нужна столовая, чтобы конкретно покушать. Зашли тут на территорию храма. Снимать немножко, как он выглядит в Ялте. Вот даже Ялтинская общеобразовательная школа есть. Довольно красиво все, фрески. И вот, насколько я знаю, она была построена в начале 20 века. Таким образом.
вход. Здесь часовня. Бюст цесаревичу Алексею Александровичу Николаевичу. 1914-1918 год. Благодаря необыкновенной простоте и сердечности в обращении Алексей Николаевич привлек к себе все сердца. Тут тоже написано. Сей памятник установлен тщательно. Так. Здесь тоже памятник освящен. Так, часовня. И с этой стороны здесь есть вот тут даже два входа в нее. Вот такая вот детская игровая площадочка. В тенечке как раз она находится. Замечательно. Можно вот покататься на таких карусельках. Вода крымская. На морской гастрономчик. О, как тут много объявлений всяких. Вы видали? И мы движемся вот этой дорогой дальше. Такой прикольный переход есть. Зубы кота кишелота. Видали? Туннель. Ау! Тут эхо. Видите? Да. Адвокат мотороллер. Под нашим названием иностранным скутер. Флаг России. Улица Кирова. Вот такая загрузка здесь идет. Здесь вот такая вот дверь. Куда это? Катакомбы. Дверь. Сдам. Квартира одно-двухкомнатная. Крымгазет. Вот она дорога. Вот смотрите, какое дерево прикольное. Все завито, перевито. Это разно. Так, осторожно. Осторожно. Так, указатель, что туда памятник Чехову. И вот смотрите. Балкончики какие прикольные. Давайте на ту сторону перейдем. Маша, Эрик. Пропускают. Смотрите, они такие все у нас честные. Ну вот эти балконы вообще супер, да? Зеленые такие. Они. А тут посмотрите, какая клумба вся в этих цветах. Ну, это мирикотик. Так, двигаемся дальше. Ой, тут тоже, смотрите, а, как все чудно. Такая архитектура, цветочки. Какой-то год интересный. Здесь ЮБК Элит Агентство, и вот квартирки какие продаются. Здесь ЮБК Элит. А здесь дом, и вон там, смотрите, какой-то навес, решетки. Так, тут троллейбусы ходят, вот смотрите, по городу. А тут какой дом древний, тоже деревянные балконы. Вот плохо из-за растений видно, конечно, деревьев. Вон там даже, ой, господи, стекла нету, и там фанера подставлена. О, как. Все такое антикварное, как я люблю. Ух ты, Кирова 26. Музей, настоящий музей. Смотрите, а тут какое антикварное. Там вон колонны даже. Колонны, видишь, здесь, да? Почему местные блогеры такие классные, колоритные места не снимают совсем? Это же наша история. Вот там тоже дом. Конечно, они требуют ремонта, реставрации, если их сносить не будут.
Вот уже дерево заплетенное все. Такая дверь интересная, да? Кованая. Чем-то на якутский орнамент напоминает. И вот там вот, смотрите, как все зелено у них. Все зелено. И тут все стенка зеленая. Смотрите, какая супер-пупер. Идем дальше. А здесь, смотрите, тоже. Все тут тарелки. Это задний двор, что ли? Всякие разные. А, точно. Задний двор. Ну дом-то вообще древний какой-то вообще. Древнющий, предревнющий. Смотрите, а тут такая ограда, все. И тут дом тоже какой-то древний. Все зеленое, зеленое. Вот это вот поражает, конечно. Смотрите, идем. Зеленый коридор называется. Вот такой вот зеленый коридор. Смотрите, жилье, номер телефончика. И вот тут вот туда куда-то наверх лестница. Вон, смотрите, и тут тоже что-то такое. Сам дом вот непонятной конструкции. Старый, новый. Так, здесь смотрите, как сделано вообще. Почему никто не снимает? Такие классные местечки. Тут дверь. О, видали, да? И лестница. Ну это же надо додуматься до такого, да? Вот так вот все плотно. И причем тут все в тени все. Верандочка такая. А здесь шипером вообще обит. А это, смотрите, тоже дверь такая какая-то. Там вон резьба, дерево. Ага. Тут даже можно заглянуть, наверное. О, белье сушится. Люди с купалки. Тут типа витража. Ну, прикольно, прикольно. Все здесь. Смотрите, а здесь как сделано. Эти объявления. Там он, сети такие натянуты, как будто бы защитный блиндаж какой-то. Ух ты, а тут смотрите, дом какой. Супер-пупер. Красавец, красавец. Улица Боткинская, 25. Даже по-английски. На мотоцикле. Такая вот улица. Там продают что-то. Ну, домики в таком стиле. Там берег. Машин тоже понаставлено, куча целая. А здесь, смотрите, сушится бельишко, всякие детские зоны. Балкон какой супер-пупер. А тут, вау, смотрите, это что такое валяется здесь? Это персик или отсюда падает? Тут дом-то какой-то тоже старинный. Ох ты, ё-моё. Антиквариат сплошной. Да, Маша, не лазить, очень остро. Очень остро. Смотрите, все такое древнее. Туда решетка какая-то. Ну тут вот по Ялте можно ходить. И вот этими древностями. Кому, конечно, прикол. А мне нравится такая вот старье, вот именно старье, рухлядь еще, которая не коснулась реставрационных работ, какого-то новодела. Вот она дышит, потому что город живой, Ялта. От этого самого ощущения передается. А то сделают, когда отполируют, все уже не так оно чувствуется. Это время. Вот тоже, смотрите, да? Ну, красотища же, да? Смотрите, вот этот дом, он новый, да, вроде в старом стиле, но нету вот этой души, что вот этих вот стареньких домиков еще, не знаю, там при царе сделанных. Ну, не то, да? Сразу скажем. Хотя вот это начало 20 века, наверное, стиля модерн здания. И вот это тоже. Вот. Но вот это вообще шикарно. Смотрите, тут даже пленкой окна вместо стекла. А тут на реставрации что-то идет. Угу.
заходим. Руины. Памятник архитектуры. Вот, видали? Смотрите, как шикарно-то. Смотрите. Вообще красота. А здесь, смотрите, детский центр развития. Тоже дом в таком вот стиле. Детишки. Детский сад, короче. А там-то, смотрите, какой там вход шикарный. Вот если бы не зелень, то вообще всю эту красоту было бы супер видно. Улица Тольятти 2. А какая решетка кованая, шикарная. Пальма. Вот так вот. Вышли вот улица, там, короче, видите, люди, памятник режиссеру. Здесь у нас агентство недвижимости, люди сидят, купышка, Тормозить не могу. пиццерия, кофейня. И вот можно сюда идти вперед. Тут длинная улица такая. Нам надо столовую. Так, короче, зашли в столовку. Здесь ялтинская, 630. У нас что получилось? Курица такая, макароны. Маша, это что такое? Это картофельное пюре и подливь с мясом. Мясо, ага. Кусочек хлеба. Вот это компот у тебя, да? Нет, это сок яблочный. Сок, да? И с этим имбирно-лимонным. Все. Вот это 636 рублей 10 копеек. Ну, не знаю, по-моему, не так дешево. Короче, Маше понравилась пюрешка вот эта, да? А вот гуляш вкусный, да? Попробовала ее? Мясо еще нет. А у Ярослава, смотрите, какая здоровая курица. Целое ножище. Ежище. Полтушки, но нога и вон крылышко. Ну, сейчас он наестся. Вода у нас есть, если что. Вот в этой столовке мы покушали. Так, а этот замученный... Ох, что с ним сделали? Это Александр помнишь? Ханфонков, 808. Александр... Сегодня что у него? Юбилейная дата какая-то, видать. 8.08. Александр Ханжонков. Цветочки, вот так вот. Вот это вот река. И вот это вот, ну, это спуск здесь, короче, аттракцион. Вот такая вот тут трубы вот так вот идут. Это течет. Короче, это с водопадов, я знаю. Это река туда идет. Пошли, да, ага. Смотрите, а тут какое советское еще панно, мозаика. Напротив вот такой Оскар. Небоскребище. Ну и здесь вот рядом вот это вот. Смотрите, какой заезд. Хотель. От слова хотеть. Хочу. Но у них пляж рядом. Вот тут речка, да, вот видите, да? Со всякими сбросами нечистот. Вот она, да? Текет оттуда вдоль города. Вот у них пляж тут возле этой речки. Вообще непонятно, конечно, зачем жить в таком шикарном месте. А вот мы сейчас подойдем, поснимаем этого известного всеми Юлиана Семенова. Известных фильмов и книг. Вот у него книжечка, он жил где-то в Ялте здесь. Ну, это известные всем лавки сувенирные, мусорки. А, вот это вот восторг свободного полета. Здесь, видите, да? Если хотите ощутить кайф, сюда. Беларусь, универсальная выставка продаж. Человек предлагает шахматы. Учим играть в шахматы. Смотрите, это круто. Человек, часы, все. Тут у нас сувенирчики с 8 до 21. Давайте мы туда пройдем. Просто
забыл здесь сувенирчики. Некуда девать денежки. Или хочется какой-то памяти оставить. Можете зайти сюда. Детям главное нравится. Так, вот смотрите. Оп! Речка с города. И люди прямо здесь купаются. Вот это чудеса. Даже палатка вон стоит. Какая-то палатки, чтобы тень была. Тут верандочка какая-то. Так, ну смотрите здесь. Веранда. Тут никогда и не был. Отсюда видно. Да, мы не могли покрасить перед сезоном. Тоже не могли сделать. Замки. Решетки списанные. Угу. Да. Чайки, вот тут, эти голуби. Вот в поисках пропитания сидят. Тут же была воробьи у них. Вот так вот. Приехать в Ялту, заплатить. Там 500 000 рублей. И купаться в такой воде. Слив с города. Так, ну вот. Приморский пляж. По сути, зачем мы в Ялту приехали? Вот одна. Вот тут кто-то уже напакостил. Смотрите. Свои инициалы что-то там наставили. И сейчас мы ее посмотрим. Все, пошли. Приморскую. Так, мы видим здесь несколько уровней. То есть вот это нижний, потом верхний, еще выше. Вот давайте по нижнему. Да, по нижнему. Ой, какой тут, смотрите, упал. Ребенок упал. Но тут они должны были наклеить что-то. Ну как вот мозг-то у людей, которые делают такие крутые. Должен же работать. Так, капуст по 25, ливер 30. Ну, пирожки нормально, да, цена? Еще более-менее. Надувают шарики. Так, шляпки, мапки. Так. Шляпки, мапки. Тут еще что-то делают. Холодители. Мороженые напитки, рыбка. Кофе. Цены за 100 грамм, не за килограмм. Или за порцию. Креветка. О, рыбеха. Рыбеха. Деревянные. Кукурузка по 80. Олейна. Так, кучка вкуса. Приморский класс. Шаурма 200. Что-то там комплект какой-то. Смотрите, там есть предложение дня. Шаурма, айран или компот. 200 рублей. Вот так вот. Это вот точка вкуса называется. Сейчас стали прикольные делать такие типа еды, надувные пудики всякие. Пицца, шницель, шаурма. Фуд-маркет. Еда. Кругом еда. Пицца, шница, одно и то же мороженое, 60 рублей лед. А это по 90-80. Золотое. Наверное, тройной ценник здесь. Так, а это что такое? Кто? Так, пиво уже продают. У нас с 2, а здесь с утра. Пиво на розлив. Это пиво пьют на пляже, понять не могу. Так, служебное помещение. И вот мы приходим. Здесь шмоточки продают. Смотрите, крепких запрещено.
Так, и выходим на пляжик. Мяжик. Видим, что люди тут лежат прямо. Ой, как лежат они, смотрите. Прямо вот лежат. Прямо лежат. Здесь они. Тут давка жуткая. Много служебных помещений. Вот в Ялту приехали и получаете такой невожделенный кайф. Какие-то бочки стоят. Здесь в музоне играют. Лежаки. Люди так сидят на камнях вот таких вот. Здесь в музоне. Ой, к морю-то мы, наверное, тут и не подойдем даже. Какая-то даже анимация, флешмобы. Все расписано, ага. Пляжные игры. Смотрите. Сейчас что будет? Пляжные игры. Даже дженгл, бачу. Техника крутая. Вот. Потом в море сходили. Слили это все. Видите, людей сколько? Даже просто жуть. Кинопоказы. Не, ну, наверное, я так думаю, местные сюда не ходят. Потому что можно подцепить каких-нибудь нехороших животных, которые потом будет сложно выводить из себя. Ух ты! Ну это вообще крутяк. Обливалочки. Много камер хранения вон там, смотрите. Что, как мы пройдем по сюда, что ли? Какие-то мешки. А, это на них сидят, ребят. Угу. Сидят. Людев как грязи. Да. Правильно, что мы не поехали в Ялту. Потому что мне особо нравится вот такой вид отдыха. Лежать в теньке. Миллион туча народу. На Ахтунг. Ну вот она кончается. Не, надо однозначно, да, в Ялту вот так вот просто на экскурсию приехать, ну, можно на пару дней, да, саму, хотя в принципе дня и хватит. Пляж Приморский. Вот тут вот переодевалочки вот такие вот. И мы сделаем пару фоточек. Так, вот вам панорамка. Ну, здесь вот эти вот входы, а мы еще вот это вот пройдем. Пройдем. Такая вот стоит. Что это такое? Из какого-то камня, что ли, похоже. Ну, с камня-то, наверное, вот сверху смотрите. Сегодня, напоминаю, 8/8/2019. Репортаж с Ялты. Приморский пляж. И тут все чисто. То есть тут они пустые. Вот пилинг рыбками. Пилинг рыбками. А тут тени нету. Поэтому тут народа нифига нету, потому что никто не хочет. Вот если бы тут шезлонги еще поставили, было бы другое дело. Приморский парк-хаус. Самый роскошный чего-то премиум апартаменты в 100 метрах. Помещение выкуплено и сдается в аренду. Смотрите, вот эти вот прозрачные стеклянные заборчики сделали. Но опять, видите, да? Вот как я и думал. Если их не мыть, да? Вот смотрите, грязь, да? Вот это плевал, птица это, какала, наверное, да? То есть их надо постоянно мыть, чтобы у них более-менее вид такой был симпатичный, чтобы не портил. А если не мыть, загрузки август, да? Сейчас получается. Вот эти места никому не сданы еще. Продажа, аренда.
Может быть, они кем-то выкуплены или как, я не знаю. От застройщика. То есть здесь уже вот эти вот. То есть он, понятно, да, дело, что он на лайнер похож, трехуровневый, но то, что, извините, вот это все пустое, да, и когда же это заполнится? При таком количестве народа работают здесь только еда работает. А здесь, вот, честно говоря, даже и ходить неохота, потому что жарко. Там еще 3-й этаж. Лестницы вот такие. Да, но птички уже покакали на эти заборы, они, видать, садятся. И вот эти следы, то есть тут должен быть какой-то персонал, который все это моет с той и с другой стороны. Это, конечно, красиво, стеклянное, оно дает прозрачность. И чувство полета, так сказать, да, отсутствие границ. Но так, здесь один бутик променада работает. А здесь все свободно. Все свободно. Вот человек. И что они делают? Переодевают. Дети присели, но сидеть здесь нельзя. Горячая, говорят, скамейка, как кипяток. Аренда. И видим, что разные телефоны. Ну тут уже что-то делают. Каждую вот такую вот выкупили и что-то делают. Но вот этот гранит, мрамор, честно говоря, вот, который по стенам, он, конечно, красивый, блестящий, но какое-то чувство грязи создает. Не знаю, как вам. Вот так вот. Это мы, получается, сейчас прошли 2-й уровень. Вот выходим опять вместе, где Орианда, отель. Так, вот. Так, начинаем 3-й уровень. Вот здесь вот люди спускаются. Но это не совсем хорошо, потому что могут сбить ребенка запросто по недогляду что-нибудь, да и даже и взрослый может наткнуться. То есть, естественно, зон для такой техники велосипедов, там скутеров их нету. И это есть плохо. Так, дети, мы видим, тут ходят вдоль этих заборчиков. Так, памятник Горького. Вот мы видим. Ой, слушайте, жарень такая. Жарень. Моя радость и гордость. Новый русский человек, строитель нового государства. Товарищ. Пойдемте сюда вот. Зайдем на 3-й этаж. Посмотрим. Вот она. 3-й этаж. О, тут вообще. Ну-ка, Маша, попробуй сядь на него. Температура. Что, можешь сидеть? Плюс 50. Плюс 70. О, зато какой отсюда шикарный вид открывается. Так, посмотрим на этот. Ну да, честно говоря, если толпа так вот хлынет, она может даже не выдержать. Но опять птички искакали, надо ходить и все кому-то полировать. Вон она какая длинная, смотрите. Тут безжизненное пространство, 2-й, 3-й уровень. Не знаю, может тут вечером начинают люди выходить, тут променад делать. А так-то тут пока пусто. И вот эти магазинчики, они тоже пустые. Ну вот еще их никто не выкупил.
Ой, тут хорошо, так ветерок. Вон там лодочка поехала. Смотрите, лодочка. Лодочка. Вот вам панорамка. Так. 10% заряда осталось. Батарейки. Потом надо будет подзаряжать. Вот, и опять вот эта вот полоса, она просто убивает. Просто убивает. Ну, мы туда не будем ходить, потому что там все пусто. Здесь тоже пусто. Поднимемся туда наверх, и там дальше Приморский пашт пройдем. Так, ну и здесь вот, где вот этот центральный проход, да, мы видим вот такие вот зоны. Зоны здесь у нас цветочки. Деревянная скамеечка. И вот такая вот. Я не знаю, тут хочется... Что? Жарко? Жарко? Вот такое пространство. Хочется играть в нем в футбол почему-то. Или теннис. Вот вам панорамка. Любуйтесь. Там кораблики, вон, катерки разные, лодки. Здесь люди. Люди. Здесь внизу тоже люди ходят. Что-то заходили, видать, проснулись. Вечером должен быть здесь вкусняк, наверное. Почему вот сюда шезлонги не поставят? И здесь можно лежать и загорать. Какой-нибудь бассейн такой для детей, да, и они бы надувной. И они бы прыгали тут, резвились, денежку бы. То есть площадь вот такая вот большая, пустая. И там, причем вот там тоже есть вот такая же площадка с той стороны. Но она чуть поменьше получается. А вот смотрите, мы видим с вами работные. А это проход наверх, вот этот, то, что музей, курортный, вернее, курорт, это для народа, Ленин там он. Продолжаем шествие по Приморскому пляжу. Ой, парку. Что он въелся. Да, помню. Ну вот это вот новострой вот этот, который здесь в парке понаделали. А, да. Тут VIP-апартаменты. И уже, конечно, изгадили надписи этими. Опять подтеки вот эти вот. Какие-то подтеки на камне. Вроде бы апартаменты, но ржавые решетки вот такие вот. Тоже крутые машины, но почему-то выглядит все как-то так. Издалека, конечно. Здесь вон сделали как красиво, да? А здесь у нас подъемчик с парка идет. Resorts and Spa. Офис продаж. Бар, ресторан. Тут сделали. О, господи, у меня входит эта камера ходуном. Сейчас минуту. Надо наладить, как-то тут держать. Вот так вот. Беседка. Ну, смотреть на что? Сюда, на этот дом, что ли? Вот вы сюда залезли, да? И у вас ничего не видно, моря нету. Какая-то машина тут стентована чем-то непонятным. Прокат, сервис. Машинки. Ух ты. А тут что, вот по этим, что ли, катаются дети? О, так он сюда скатится и врежется куда-нибудь. Продают кофе в машине. Вот они, вот эти вот дорогущие, придорогущие. Для золотого миллиарда предназначенные апартаменты, которые загородили у нас все море. И тут, вот, смотрите, тоже строят. Тоже строят. Еще надо... А, теперь этим загородят. А что, пошли посмотрим.
ТИР, еще вон колонки с 90 ретро-ТИР, местное отделение ДОСААФ России по образованию городской. Вот такое. Ты же хотел пострелять. Давай, сейчас постреляем. Мимо. Опа. Нормально идет. Здесь вот юнармия ДОСААФ России. Все у них. Так, шли, и вот присели здесь посидеть на такой скамеечке. Дети сидят, дети заколупались, ходить, есть тоже устали. И там бювет, сейчас вот на бювет сходить. Так, и вот смотрите, памятник Чехову, фонтан, который не работает, и вот этот бюветик с питьевой минеральной водой. Вот эта вывеска, и сколько лет уже, она изгажена, да, и выцвела вся уже. Смотрите, вот такой вот бюветик. Открываем водичку и пьем ее, пьем нектар. Можно бутылочку налить, можно умыться. Ну, практически не пахнет. Нормально. Сколько краников, то есть здесь может людей целая куча. Попробуем. Ну, нормально. Я что-то запаха не ощущаю совсем. Либо у меня нос заложенный, либо еще что. Здесь такой навесик. Вот, короче, приходите сюда со своими... О, голубь даже пьет, смотрите. Если голубь пьет, значит вода там нормальная должна быть. Приходите со своими бутылками, канистрами, цистернами и вот тут вот наливайте водичку себе полезную с источника. Вот еще одна достопримечательность — колоннада, и там выход на ресторан, тоже на колоннаду. Ладно, идем. Они тут сели и сидят, а нам сюда надо вниз идти. Вот она схема. Смотрите, что я обнаружил: киоск Союз Печати. Союз Печать, это еще со времен СССР, что ли, но он новый, как бы. Тут такие вот элитные апартаменты со всех сторон. Квартиры покупают у нас. Короче, золотой миллиард здесь живет. Так, пожарный въезд, парковка строго воспрещена. Здесь вот такие красивые амфоры. Можно их посмотреть на водил, конечно, но почему без ручки? Кто, какой вандал оторвал? Вот у этой и у этой. Видали, тут какие-то дырины. Там. А здесь элитные апартаменты. Да. И почему? Надо было колючей проволокой обнести их, чтобы простой народ тут не шарахался. Вот. Пальма. Волосатая такая вся. Волосатая пальма называется. Так, вот наша цель вон там вот. Так, вот мы находимся под этими элитными апартаментами в Приморском парке. Здесь вы можете купить элитарную, просто большинство не по карману недвижимость здесь. И проходим сюда. Вот этот фонтан. Супер-пупер. Такой вот интересный. Колонна. И вот он. Эту колонну красят. А здесь есть поющий фонтан. Световый или светомузыкальный, как-то он называется.
Вот. Но сейчас он не работает. Водичка стекает сюда. Камушки. Можно помедитировать. АСМР. Вот. Смотрите, как красиво. А ночью тут, когда подсвет, еще красивее. Музычка такая тут играет. Фонтанчик, но он сейчас не работает. Картина тут в стиле импрессионизма. Девушка, бармен, заказы принимает. И здесь можно посмотреть. Ой, как мне тут летит, а? На меню. Ресторан, меню, фабрикант. 150, 280, 350. Короче, нормально все. Бутылочка Пино Нуар сухого вина 7500. Ладно, все понятно. Выгул собак запрещен на газоне. То есть они не должны здесь ходить и какать. Ну и под вот этой колоннадой рядом мы видим, вот с этой стороны тоже колоннада одна. Розочки, мимозочки. Здесь видим мы полуостров Крым. Вот тут Керчь. Тут две пальмы засадили. И вот это имитирует собой водоем Черное море. Это Туапсе, Сочи, Сухуми, Батуми, Трабзон. Не, его меняли, потому что видно, что покрасили в этом году. Вон голубенькой Синоп, Турция, Зангулдак. Вот. Да, сходи туда. Вот, кстати, веревочный парк, Эфирайт, Бургас и так далее. Вон там люди на Крыму фоткаются все. Феррирайт, режим работы до 18. Феррирайт. И какие цены у нас интересные? Цены интересуют. Не курить. Так, дети 300, от 130, от 145, прохождение 300, 400, короче, 600 что-то. И вот тут вы лазите за 400-600 рублей по этим вот. Ну, наблюдаем. Раньше вот не было такой тут красивой дороги, конечно, да, это вот, смотрите, еще, я так понимаю, не доделано, то есть это вот-вот сделали, вот-вот сделали, здесь видим, кто-то что-то делал, они ремонтируют. Это, кстати, подход вот к этому дому, шикардозному, там телефон, агентство, где вы можете приобрести элитную недвижимость на Черном море в Ялте. 2 сердечка. А там что, фоткаются, что ли? Наверное, фоткаются, да? Такие вот здесь сделали. Ну, тут должны быть скамейки. Тут, короче, раньше просто была такая грунтовая дорога. И вот, если по ней идти сюда дальше, то мы упремся. Там будут пляжи, дельфин. Но дорога вот очень крутая. Тут теннисные корты с двух сторон, по-моему. Вон есть мороженое. Продают. Может, почем тут мороженое? Я тогда тут брал, такое вкусное мороженое было. Обалдеть. Эту дорогу они асфальтировали. Была вообще беда дорога. Но сейчас можно гонять. Так, вот это вот кафешка.
Вот это вот. Здесь кафешка, короче говоря. Здесь мы взяли, там женщина вынырнула мороженое. А, она такая довольная пошла. Смотрите. Потому что по 50. А, 3. Это дешево же. По 50. В стаканчиках по 50. Папа, машина. Я пломбир взял себе. Какой? Оба? Этот? Нет, нет, вот этот пломбир. Ярик, ты себе на палочке? Я на палочке. А Ярик на палочке. Все, не ной. Все, пошли. Так. Там в стаканчике есть еще хлеб, поэтому можно наесться. Так что... Вот плохо, что нету скамеек, конечно, это беда. То есть нам сейчас придется с этим вот ялтинским мороженым идти пешкоградом. И хоть падай здесь где-нибудь, не присядешь. Не доделаем здесь сюда, конечно. Колечки прикольные, ладненько. Вот можно с собой какую-нибудь, не знаю, простынку носить. Так покрывало, так кинул вот где-нибудь и лег. И по барабану тебе все эти скамейки. Главное, чтобы тень была и сухо. Здесь мы с вами теннисный Приморский парк. И здесь реклама Монако жилой комплекс. Адрес какой? Короче, закрытая зона, двухуровневый подземный паркинг. Вот, звоните, переходите на сайт, узнавайте. Вот такие виды вас ожидают. Шикардозные. Видовые квартиры бизнес-класса, высокодоходные инвестиции в комфорт, премиальный образ жизни. Вот, смотрите, дельфинчики. А там его нету. Да. Забота собственной управляющей организованной землепаркинг. Таунхаусы с видом на море и горы. Вот такие таунхаусы. Морские камни. Авторский дизайн. Вот я рекламу снимаю, короче. Так, колоннада. Июнь 2012 года. Вот, поднимаемся. Колоннада вот такая, да? А там еще будет колоннада. То поднимаемся, видим вандал. Две лампы зверски убиты. Даже можно посмотреть. Там, смотри, водку Вон она валяется. Представляете, вандализм какой у людей. Да, идешь, натыкаешься на такое. Одна сбита. И тут еще что-то сбито. Ну, Да, короче. вот еще одна сбита. Кошмар, вон еще одна сбита. Ну что такое-то? Вот кому делать это нечего. Тут мы видим какой-то крыша или что это такое? Не, ее сняли. Не, она Не, вот отлетела, ее закрыли этим скотчем, чтобы током не убило. Давай посидим. Так, вышли мы на колоннаду. Ух, это снизу вид такой, да, у нас? Вот такой вот. Здесь машинки стоят блатных. Так, по идее, вот так вот подойти. Здесь, да? И надо ли морем любоваться вот здесь. Здесь вот этот транспорт, он мешает абсолютно. Вот, смотрите, какой вид. Маша, иди сюда, фотку сделаем здесь. Вот здесь можно фотку сделать шикарно. Смотрите. А вот тут вот эти дома элитарные для золотого миллиарда. Так, здесь приятного аппетита. Холодный квас, корейские чабурики. Вот сейчас вам шикардозную еще одну штучку покажу здесь. Вот она, сама колоннада. Вот она. Супер-пупер. Ну и тут находится ресторан. Место. Туда, если подойти, блин. Так, оттуда вид должен быть хороший, но фиг. Потому что тут ресторан. Там люди ходят, столы стоят. Вот, и не подойдешь. Оккупировано. Оккупировано. Смотрите, здесь. Вот это в советское время, да, построено. Шикарно, как выглядит все, да?
Смотрите, колоннада. О, супер. Угу. Маша? О, ты перелезла? Молодец. Или прошла через эту дырку, наверное. Вот так вот. Вот это колоннада. Мама, мы идем вот сюда вот. Тут есть пару магазинчиков. Нам жилье. А, вот у них здесь можно посмотреть, что есть. Мы видим здесь теннисные корты, баскетбольная площадка для занятия спортом. Соответственно, земля тоже, естественно. Это, да, мы пойдем дальше. Улица Коммунаров. Тут такие вот спуски жуткие, честно говоря. Магазин Абрикос. Сигарет в продаже нет. Зайдем, продолжаем путешествие по нашим задворкам. По центральной набережной уже 1 миллион человек ходило, 1 миллион человек снимало, а вот по таким захолустьям Ялты не ходят и не снимают. Блин. Смотрите, тут как деревяшки какие-то настеленные. Угу. Ну тут вообще-то вот машины-то хорошие. Это какое, Ярик, машина вон? Мерседес, да? БМВ? Мерседесы. XL, SL там всякие. Ну и пошли, наверное, вниз спустимся по этой тенистой аллейке. Чего уж делать? А, вон нам надо было туда. Не. Давайте. Там пешеходный переход. Не-не-не, это не там. Это не там, нам надо туда, значит. Все, тут. Вообще вот этот горный рельеф, он, конечно, заставляет, прежде чем куда-то пойти, 10 раз подумать. О, шикарно так топаем. ДСП что-то подложено там, чтобы, видать, тут лужа, когда топят Ялту. И досточки эти специально наложили. Интересно, перед переходом вот такие шахматки. А, это отбойник, чтобы могучие спортсмены, любители, водители не сбивали пешеходов. Но видите, он притормаживает, потому что он бережет свою машину. Естественно, не хочет, чтобы она поломалась. Так. Ой, смотрите, тормоза хорошо работают как. Да я еще с камерой иду. Наверное, шикует. О, какой добрый водитель. Тут, кстати, съезды для колясок. О, так что в детях думают, как женщина с ребенком будет. Тут, смотрите, даже это исписано. Ё-моё, знак. Так, у меня уже батарейка на подсосе. Пленка тоже на подсосе. Вороны тут каркают. Какие-то элитные дома стоят. Короче, тут перемешку вот так вот. То элитный дом, то какие-то хибары вообще жуткие. Пиво тут валяются. Здесь даже тут колючая проволока. Надписи всякие тут погаными руками подростков. Женщина вон сидит. Что-то там в телефоне смотрит. На фоне, где вывески. Вот эти дома, смотрите. Это дом древний. Смотрите, тут еще какие деревянные перекрытия. Елки-палки. Какая древность. Вот это такой. Ялтинская киностудия. Ух ты! Что делают-то? Ялтинская киностудия. Они моют. Да, вечно от грязи. Ну, хоть молодец. Вот мы саму Ялтинскую киностудию. Там мемориальная, да, ворота электрические. Вот она, киностудия, Ялтинская киностудия.
здесь находится и дальше. Тут много интересных фильмов снимали. Какая-то роспись здесь непонятная. Опять же, вот такие домики. О, даже, смотрите, чердак превратили в квартиру. О, вот сюда. Дети. Какой-то лагерь, наверное, что ли. Салончик в Ялте. Женский. Опять вот эти дурацкие надписи, которые портят все всем. Но тут хоть не исписан знак. Этот какой-то красивый домик, кофейня. Такие старинные домики. У нас тоже раньше вот были дома вот такие вот, но их все посносили в городе, потому что строили их немножко не по технологии, что для севера, не на сваях, поэтому они просели многие, их просто снесли и все. Так, вот мы вышли суды и откуда пришли. Так, все, стоп. Здесь, смотрите, толпа людей по очереди. Сколько, интересно, фотосессия? Тут полчаса, наверное, будет длиться. Ну, а мы вон туда пойдем, по набережной, которые ходили уже много-много раз. А здесь вот находится музей Ялтинский истории литературы и археологии. Истории, вот он. Смотрите, прямо по этому Пушкина, да, это идете, вот такой старинный дом, супер-пупер. Сюда заходит вообще дешево, там 100 рублей, по-моему. А здесь у нас картины, значки, картины, значки. Вот что-то вязано вот таким вот образом. Все, что хотите. Так, а здесь мы видим, вон они катаются. Идем дальше. Тут памятник Стелла. Мы туда. О, фрирайд. Спортшкола. Что тут такое растет? Все в этой синей штуковине. Непонятное какое-то. А ягода. Вам за 20-очку. Мы же требуется уборщица. Вот, говорят, работы нет. Вот работа, приезжайте в Крым на ПМЖ, работала идти уборщицей. Да. Прикольно как сделано. А здесь такие вот шикарные апартаменты. Шикардос Салве. Тут, наверное, снимать нельзя. Меня сейчас конфискуют, потому что живут тут люди. Не парковать, штраф 1000 рублей. 1000 рублей. Для кого это деньги? Продукты, магазины, винный погреб, натуральная косметика, бутик эклеров, экспресс, американо, латте. 100 рублей, короче. И вот мы выходим. Смотрите, как раз апельсин. Ламел. Действительно вкусно. Так, Краснову памятник. Вот этот самый. Ну, апельсин этот вы уже 100 раз видели. Вот, еда. Игрушки Magic Store. Ну, даже и заходить неохота сюда. Клуб-кафе Женева. О, я люблю Ялту. Ну, тут надо, конечно, сфоткаться. Как? Не без этого. Это обязательное дело. Девушки стоят, ждут. И тут большая очередь, 100 человек. Здесь фоткаться, но что-то ужасное творится. Люди, вон,
Так, ладно. Я не люблю Ялту, будет называться это видео. Почему я не люблю Ялту? Потому что даже сфоткаться там люди друг друга убивают возле этого сердечка. Так что, ладно. Ой, какая там, ну виды, конечно, тут вот посмотреть можно, а жить, конечно, я вам не рекомендую сюда. Опа, вечером тут вообще народу будет. Жуть сколько. И чего все так прут сюда, я даже не знаю. Ну, посмотрим, приехали вот так вот на денек, на два там. И все. Пляжи тут забитые все под завязку. Что Приморский, что Массандра. Грязная. Ну, фонтанов прикольно. Посмотреть и уехать. Взять магнитик. Вот сейчас еще тут прикольное вам покажу. Аэробут какой-то. Смотрите, как тут прикольно. Вот у вас, допустим, купили вы какие-нибудь пирожки, да, с мясом или с картошкой, капустой. Ну, а не хотите сидеть просто так, да? Вот сюда садитесь и сидите и кушаете. Ну, сейчас тут никого нету. Почему-то нету вот этих вот скоростных катеров нынче. Куда он уплыл, что ли? Тут обычно так их аж 2 штуки стоят. Вон дети развлекаются. Да, море. Посмотрим море. Грязь какая-то. И вот смотрите, там вот этот пляж, на котором нельзя купаться. Вон, видите, да, его? Он тоже весь в людях. Вот девушка молодец, тенечек нашла, присела и сидит скромненько в телефоне. Вертолетики летают постоянно, курсируют. Вот тут грязи-то сколько. Грязь. Вот, смотрите. Ужас. Ужас. Ну, Ялта это уже, конечно, жемчужина, но она довольно такая уже завядшая жемчужина, потускневшая, которая требует к себе чистки какой-то, уборки и так далее. То есть надо как-то экологию, там, людей. Ну что сделать? Бизнес, денежки делают свое дело. Бананы по 150 рублей здесь в магазине. У нас на севере даже и то дешевле. Ну, дурдом. Любуйтесь. Любуйтесь. Вот, смотрите, сколько людей там. Кишмиш. А этот пляж, кстати, он, по-моему, не действует. Купаться запрещено, написано. Камни, грязь. Вот. Ну, вид как красивый, конечно. Апельсин. Можно сделать фоточку, но свет не в ту сторону. Вот он, запрещенный пляж купания. Тут пристань. Людишки купаются. Церковь. Кстати, вот, мы тогда чай покупали какой-то, я помню. О, девушка в серноколке. Смотрите, как прикольно. Супер. Супер. Нет, это они на этот наша церковная лавка здесь. Морские прогулки. Вот тут постоянно вот одно и то же говорят. Ой, даже люди палатку пришли постоянно. Ну вообще. Вот это ялтинская известная своими пальмочками променадная улицка. Здесь у нас бутики. Всякие накие. О, продукты. Крымские сладости. Маша, вон продукты, магазин 24. Собор Александра Невского. Мы туда заходили. Ялта, Стамбул. Летуаль. О, набор чая 230 рублей. Акция.
Вот, Солоха, столовка, парфюм. Остров, агентство недвижимости. Так, что-то тут... А вот, смотрите, мне вот эти вот прикалывают. Вот эти вот. Да? А тут, смотрите, вот такая вот прикольная. Да, Маша, бриллианты Якутии. Ну, конечно, бриллианты Якутии. Какие еще бриллианты Маша увидела? Sunlight. Где ты увидела их? А, вот, да. Sunlight. Закрытие магазина. 50% скидки. Обнаружили здесь блогера. Вот Вильсаком стоит. Известный блогер с бородкой. Вот, в точности выглядит так, как он. Вот он тут приехал отдыхать. Представляете, в Ялту. Не он, но похож. Ладно, вот он. Вот тут надо сделать фоточку. Все. Останавливаемся. Вот они, настоящие ялтинские, вот эти вот такие обросшие в тенечек там. Классно, вот тут их несколько штук. Сюда мы не заходим, что делать нам тут нечего. Это магазины для золотого миллиарда. Вот человек, который работает, цветочки садит. Прямо в лоб, конечно, их неудобно снимать, но так вот где-нибудь снять. О, красота какая. Видали? Бургер Хаус. Хаус. Смотрите, убирают газонокосилочка. Вот такая вот прикольная, это для продажи билетов. Здесь торговый центр, короче, малоинтересный тоже. Ничем таким, ничего там такого нету хорошего. Короче, тут, в общем, делать нечего в Ялте. Вот только посмотреть, покупать тут что-то смысла никакого нету. Потому что ценник ого-го. Но людей она притягивает многими своими характеристиками. Поэтому здесь такое скопище народу. А где скопище народу, там вот тут, кстати, хорошие книжки продают. Можно заходить и покупать их. А где скопище народу, там очень плохо. Это честное слово. Так, ну здесь мы уже были утром, да? Это зона фотографий. Все за деньги тут эти. Если вы почувствовать каким-нибудь байкером, рокером или еще царевной, вот сюда наряжаетесь. И Банк Россия. Так вот. Как ни странно, вот еще одна бабушка здесь стоит. Обычно возле церкви бабуся, там где на набережной церковь, а здесь она это что-то пристроилась. Там люди сидят. И мы выходим к памятнику Иванина. Или Киркоров 21-го. Так что приезжайте 21-го. Надеюсь, у меня видео выйдет к тому времени. Если кто хочет в давке поучаствовать, принимать участие, ну какие-то группы большие людей. Это экскурсии, что ли, или что они тут делают? А, точно, да. О, рок. Дедуля, джаз-рок, музыка. О, хард-рок. Just because it's cold.
Дедушке Ленину, наверное, хреново, да? Под такую музыку. У него вон самокат какой-то. Дедушка Ленин уже в мавзолее 3 раза перевернулся. Heavy metal. Так, здесь театры. Deep Purple, точно, дым над водой. Дедок, а дым. Тут вот это вот здание, что-то двери у него какие-то шарпаны. Нам надо переходить на ту сторону. Тут немножко чем-то вот эта зона напоминает машинки, вежливые водители. Спасибо им, что не давят. Смотрите, как тут золото. Минут шаурма. Вот шаурма есть. Почем она там? 150 рублей. Тут, кстати, дешевле. Тут вот этот крокодил. Вот он, крокодил, там с ним всем фотаются. Никто с этим крокодилом... А, опять давка, наверное. Не, мы не пойдем. Вот тут 150 шаурма есть. Тут вот такой домик прикольный. Здесь банки. Шманки, машины. Мне, нам надо вот сюда вот, наверное. А мне 2 сумки, мне надо... Как они тут... Слушайте, слов нету. Я не пройду, наверное. Дети вон там ходят. Кофешки, мафышки. И что радует, чем дальше от пляжа, тем цены вроде более демократичнее делаются. Дети идут. Смотрите, улицы в Ялте все заставлены машинами. Идти негде. Пешеходные тротуары. Все в машинах. Ужас! Да ну, ад. Смотрите. Тут, наверное, никто не проехать не может. Виноград зато по 100 рублей. О, ужас. Ужас. Вот на велосипеде, вот человек молодец. Велосипедист. Умный. А машине здесь делать нечего. Так вот припарковался и все. Оставил ее. Чего сюда едут люди? Для чего? Испытать ад? Ну, можете приехать, конечно. Покайфовать. Только ради чего? Платить тройной ценник. Тройной. Не двойной, а тройной. И вот тут давиться вместе с другими людьми здесь. Ух ты, девушка делает. Всем надо пройти. Да, да, да. Людей много слишком в Ялте, потому что росписи вот такие вот у нас. О, супер! Вот это вот нормальная реставрация. Так, а нам, наверное, туда надо вниз. Вот не туда, а сюда. Вот от этой церкви мы пойдем. Массандровский пляж. Обзорчик запилим. Что здесь за ад? Адово пекло. Поснимаем. Немножко у нас еще есть часок времени, даже меньше. Но мы весь его не будем проходить, а частично пройдем. Блины французские. 250 рублей жареное мороженое. Акция 2 блина. Да ну нафиг. Я вот, честно говоря, блины дома там в гору жарю, да, блинов, и потом съедаю, да. Там у меня обходится это, ну, недорого, да, как бы там. В пределах 100 рублей можно гору этих блинов наделать. Только труд как, конечно, да. А здесь блинчик вот такой, он что-то обходится, да жуть. Вот тесто по блиннице растеклось тонко-тонко, поджарилось. И с вас содрали там 250 рублей. Там напихали какой-нибудь химии сладкой, чтобы вкусно вам все было.
О, наши любимые ялтинские булочки. Вот они, надо их взять. Обязательно. Ялтинские пирожки есть, котлеткой. Ух ты, большие, да? Тут такие есть, маффины, булочки. Тут можно нормально взять что-нибудь съедобное, водичка. О, тут клубничка всякая продают. Да, технический перерыв. Не угадали. Бабушка продает паб. Так, и сейчас здесь будет пауза. Массандровский пляж. Мы идем к нему. По пути встречаем кучу всяких разных едальных, обжиральных, пляжные принадлежности. Всякие разные креветочки, неветочки, Газманов, вот Лазарев, все сюда приезжают. Весь Бомонд приезжает. Хот-доги, шаурмы, шабреки, енотодом. Так, здесь столовки всякие, пиво, сидр, вина на розлив. Вина на розлив, пиво, закуска к пиву, попкорн, татухи, хной, быстровыводимые, смываемые, экскурсии, собачки, люди, лавсредства, самса с сыром по 80, плов по 200, салат, хлеб, тарелки с Ялтой, шаурма 180. Куриная, грибная, с солями, с молями, пима на розлив, кукуруза, рыба, квас, сафран. Вон там можно наверх забрести. Черноморские мидии, барабуля, камбала, багама-мама, кавказская кухня, алкоголь, пей. О, люди! Так, вот это я и хотел снять. Вот блогеры тоже идут, какие-то известные. Так, снимаем первый заход. Вот у нас первый заход. Делаем фоточку. Ситуация. Сами видите, какая. Багама мама, Багама, Массандра Бич. Массандра Бичком даже есть. О, вас снимает скрытая камера. Предупредили. Люди на самокатах. Новые квартиры, элитный от застройщика Алдалиль, Россия, комплекс Атлантида, экскурсии. Женщина продает экскурсии или экскурсии. Обнаженка. Так. Это снимать не надо, я лучше вот эту крышу буду снимать. А то еще забанят этот видос в YouTube. И что тогда делать? За попы. О, тут фонтан какой-то. Люди ходят, приходят. Так, делаем панорамку второго пляжа вам. Адово пекло. Люди стоят, не сидят, не лежат. Люди просто стоят. Здесь на набережной творится черт знает что. Все жрут, срут. Суд, естественно, в море. Тир. Загорают. Короче, предаются всем полным адовым эспрессо 70-100. Ну, цены, как везде, особо не задранные здесь. Ребро
О, вот эти вот прикольно, в них что-то готовят на них. Ребрышко. Ребрышко, мебрышко. Тут, смотрите, наверху все занято. Внизу адово пекло. А, мы вот дойдем до этой Эйфелевой башни, нашей метки. Мы здесь обычно купались. И все. Потом уже обратненько пойдем. Сейчас ходить, честно говоря, уже 3:45. Не очень приятно. Солнышко все равно пекет. Ялтамания. 19:00. Что такое? Чувак. Томатов. Фестиваль томатов. Фуд. Бочки с чем-то. О, какая-то скульптур-мультур. Смотрите, народищу-то. Жуть. Вот мы на этом пляже, где обычно мы отдыхали. И что тут творится? Я сейчас все-таки спущусь сюда и посмотрю. Адово пекло. Адово пекло. Так. Вот дорожка такая есть к морю. Я даже тут море не потрогал. Наверное, мне это не удастся сделать. Потому что, смотрите сами. Это ад. Ну, не знаю, как вам, но переплачивать тройной ценник и валяться, чтобы над вами кто-то ходил там, я бы не сходил. Ну, такие вот, тут аккуратно все сделано, но народу больше, чем нужно. Да, если передать вам еще эту жару, там это люди, количество их, то вам, наверное, да, видно по лицам людей, что у них лица не очень такие приятные. Так. Рыбки, спа. Вон, надо, не надо. Эйфелева башня, вот она. Ну и все, там все понятно уже, дальше снимать смысла нет. Площадь Ленина, вон там дедушка, рокер, наяривает. Один, совсем один, играет хард-рок, свои какие-то авторские песни. Молодец. Один, как это, в 1 к 10, да? В одном флаконе 10 компонентов, 10 продуктов. Ух ты, смотри-ка. Что-то я первый раз вижу, чтобы вот человек на скутере, на роликах таких еще и рекламой занимался. А здесь Золушка. Короче, музон, там что-то и внутри идет. Тут, короче, если вам хочется холода, да? Вот жары, а потом холода, то вы вот сюда вот, в эту Золушку. Касса. Начало в 19:30. Вот, тут что-то продают вот таким вот образом. Мужика лупасит в платье. Все 3% карта. Прокат, коньков. А сколько билетик стоит у вас? От 500 до 1500. Ага, спасибо. От 500 до 1500. Шоу Золушки на коньках. Кто любит коньки, приходите. Получите неописуемое удовольствие. Комета приехала.
Так, ну мы немножечко... Ну там еще другие же пароходы, там на Ласточкино гнездо, еще куда-то, в Гурзуф. Да, сейчас туда пойдем. Так, ну все, идем вперед. Что-то у них тут грохочет, вообще ничего не разобрать. Динамики тут понатыкали, а слышно, ничего не поймешь, что говорят. Что-то хрипит все. А также настоящий сербский алкоголь, раки, вино, сербское пиво. А если можете оформить доставку сербской еды на дом, а также в банкетном зале провести день рождения, свадьбы, корпоративы. Кафе Югославия находится напротив оружейной станции городской канатной дороги. Телефон +7 978 570 94 36. Состоится увлекательная морская прогулка с знаменитого замка Ласточкино гнездо. Двухметровая прогулка с высадкой пассажиров утром в Канаде в час. Билеты в кассе номер 1. Касса находится внизу часовни. Подходим за билетами. Замок Ласточкино гнездо, первая касса. 100% скидочка, приглашаем. Что там народу-то столько? Похода крыльев, следующих к замку Ласточкино гнездо, приглашаются на подсадку. Посадка производится с 8 причала, проверяя в 16 часов 25 минут. Вот она, комета наша. Нет? Нет. Так, вот это очередь на комету обратно. Так что ждем. Ну вот эта очередь. Уменьшилось немного пляжек сразу. И мы ждем под солнышком. Наши еще 15 минут стоять. Так, все, нагулялись по Ялте. Сели на комету и плывем обратно. Это уже эконом-класс. Решили попробовать. Ярик вырубился после прогулочки. Маша не спит еще пока. У нее горячий шоколад. Что там, остыл он? Шоколад нет? Понятно. Что-то играла, не стала играть уже. Надоело. Ну, уже часок остался, и мы будем в Севастополе. Так что плывем. Такой вот капучино XL, большой размер, и шоколад. Вот тут обошлось в 230 рублей. Все, такой вот видик у нас за окном. Море, 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 море. Чего интересного нету, но через него, честно говоря, смотреть что-то, наблюдать не очень все видно, потому что грязные стекла, грязные в брызгах, и ничего толком не разглядеть и не снять. Вот такой туалетик здесь в комете в этой. Тут бумага вот так вот. Сушилка точно. Так, вытерли.
не бросили. Таки посмотрели. Лицо, бумажку, зеркало. Смотрите, как вырубаются дети. Четко здесь. Ребенок вырубился. Ему ничего уже не надо. Ярик тоже вырубился. О, хорошо, когда дети спят. Маша тоже, смотрите, заснула. Ловила. Она брызгала. Видите, да? На повороте, видать. Маша спит. Ярослав спит. Тихий час. Ялта всех вырубила. Короче. А комету укачала. Ну, хотелось бы под конец поездки сказать, какие недостатки, какие плюсы есть на этой комете. Потому что с Севастополя в Ялту мы ехали комфортом, обратно мы эконом-классом решили прокатиться. 3 ряда, 2 по краям и 4 в центре ряда. Какой минус сразу хотелось бы сказать, то что в билетах не проставлены никакие места. То есть у вас чисто указано либо эконом, либо комфорт. То есть для того, чтобы занять какие-то нужные вам места, допустим, более хорошие где-то поближе к носу, да, корабля, надо постараться прийти первыми и занять очередь на комету пораньше всех. Потому что в конце довольно сильно трясет уже. Ну и самые коронные места возле окошек будут уже заняты, соответственно. А если вы хотите что-то посмотреть, уже будет это сложно сделать. И еще создается таким образом давка людей при посадке. То есть начинается суета какая-то, туда-сюда, кто быстрее там пролезет, займет. Если бы указаны были места какие-то, комета ведь одна, в общем, планировка у нее одна, то было бы проще, люди бы садились, допустим, как в театре по своим местам или в самолете, и спокойно бы плыли. Так, второй минус какой? Ну, то, что мандражирует, тут вот это все вибрация, значит, особенно в корме, в конце корабля. Ну, это, наверное, свойство кометы. Причем, если сегодня посмотреть, нету волн практически, ровная поверхность, то если комета поплывет в качку, какой-то шторм небольшой, опальность, то, соответственно, будет еще сильнее качать людей. И если у вас с вестибулярным аппаратом не все нормально, то вам может быть даже туго. Для этого здесь есть пакетики. Ну вот в эконом-классе почему-то кондиционеры не очень хорошо работают и довольно душновато. Вот сейчас сколько у нас? 6 часов 19 минут уже. Плывем мы уже где-то больше часа примерно. Еще осталось минут 40 плыть до Севастополя. Уже душновато создается. Вот видите, да, как человек передвигается. А если туда выйти дальше, где туалеты и, значит, корма, там кафе, там еще сильнее качка. Так что, если у вас плохой вестибулярный аппарат, вам, может быть, комета не рекомендуется, потому что может, допустим, погода быть хорошей, потом поменяться, и начнет корабль на этих волнах сильнее раскачивать. Так, в принципе, быстро можно добраться
добраться с Севастополя до Ялты. Так, все, приплыли, называется. Вот он, Севастополь. У нас Ярик проснулся, Маша проснулась. Что, как спалось? Нормально вам тут? Хорошо, выспались немного, но это замечательно. Обратно вот заснули. Кофе, капучино и какао не выпили. Ну, по дороге там выпьем. Вот так вот. Все. Вот он, Севастополь, северная сторона. Грязно, потому что тут брызги были от волн. Вот князь Владимир какой здоровый. Ну и мы выходим. Там вот наша кометка, на которой мы в Ялточку летали. Севастополь. Город-герой. Звезда. Ух ты! Погудел. Это что, он поплывет, что ли, сейчас? Сейчас сколько? 6:57. Прикольно. Все люди сразу восторгаются. Там шлюпки какие большие у него. Шлюпки какие. Что, не хочешь же кофе, что ли? Капучино. Ну, а мы выходим. Накатались, наплавались, набегались. Все.